Так, я в эфире. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Доброго времени суток всем. Так, доброго времени суток всем. Доброго времени суток всем. Доброго времени суток всем. Доброго времени суток всем. О, как обычно. Я был бы не я, если бы наш эфир не начинался бы так. Еще раз. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Доброго времени суток. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити. Сегодня 24 августа 2020 года. И мы сегодня обсудим очень много интересных тем. Приветствую вас. Так. Если вы наш... Тихо. Сделаем здесь тихо. Так. Господа хорошие. Приношу извинения, как обычно, за технические свои неисправности, которые у нас случаются. Я думаю, еще во время стрима у нас могут случиться технические накладочки, но посмотрим. Я думаю, я подготовился и к такому. Так, Аслан Лорс, ассаламу алейкум единомышленникам и тем, кто на прямом пути. Ва алейкум ассалам, Аслан. Руслан Абуду, ассаламу алейкум, береги вас Бог. Ва алейкум ассалам, Руслан. Так. Дебора салам маршал, Ибраим ва алейкум салам, Ичкерия, Чечения, ассаламу ва алейкум салам, Чинго, ассаламу алейкум, хауми телефон чаусарва. Чинго, после эфира мы с тобой увидимся. Я просто по запарке тебе не ответил. Сейчас отвечу. Как после эфира, да, мой. Ассаламу алейкум, Аслан и чеченский народ. Ва алейкум ассалам. Большое спасибо. Так, ва алейкум салам. Салам маршал. Марс атакует. Салам маршал. Дейлер салам маршал. Территория Марта. Ассаламу алейкум. Кукиш. Приветствую вас. Приветствую, Кукиш. И я вас. Так, давайте перейдем к вопросам, к теме, основным темам. Сегодня будет у нас часовой стрим. Я постараюсь уложиться за час. Все, что я вам хочу сегодня рассказать. И, как говорится, все будет Ичкерия. Ну, как получится. Горе чеченский. Ассаламу алейкум, ваш асан Аллах рейс хулилон, Аллах ларвойло, масу учим на ва алейкум ассалам, говорит. Дел рейс хуль, масу дойлой, дел алша, дел лардойлой. Хамзат джаби кенткант, салам маршал, ду аслани вежершк. Дейлер салам маршал, хуль, хамзат машуойль. Так, территория Март, как обычно, отметился со звуком из видео. Говорит, все отлично. Это отлично, что отлично. Аслан Лорс. Аслан, ты Орти, а не Арцуев. Да, совершенно верно. Моего прадеда, в честь кого взята наша фамилия, да, звали Орти. Орти его звали. Но не знаю, как получилось. Может, это было когда... выселение, переселение, геноцид, ну всякое там было. Вот тогда записали как Арцуевых. Так что вот такие вот. Евгения, привет, братские из Киева. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Так, надо было вообще начать не самая первая тема. Это День независимости Украины. Украинцы, от всей души поздравляю вас с Днем Незалежности. Желаю вам свободной, сильной украинской армии, страны. И вы породили вот эту Московию, и вам ее и отпевать, как вы сами говорите. Так что все будет Ичкерия, слава Украине. Так, господа. Слава Украине, говорит Ибрагим. United States Ичкерия. Так, ассаламу алейкум, Аслан, Дерес, Халилон, Трюгер, Баркал, Духун, за то, что ты делаешь ради и во благо нашего народа. Ва алейкум ассалам. Дерес Хуль, Масана Хуль, Вайн Дерес. Так, Тор, привет, Аслан, как ты, брат? Так, когда Кадыров будет бегать с бронежилетом? Ну, Кадыров, бронежилет, приветствую тебя, Тор. Кадыров с бронежилетом
В принципе, он, ну, всегда он бегал с бронежилетом, он сейчас в бронежилете. А так, как бы, мы сделали все, что могли, и еще чуть-чуть больше, чем вообще можно человеческими возможностями сделать. Враг был силен. Да? Кадыров, это, как мы много раз говорили, это марионетка, стопроцентная управляемая марионетка. И на территории нашей оккупированной страны находится около 150 тысяч российских оккупационных войск, и по периметру еще столько же. По всем горам разбросаны базы, на границе с Грузией, на границе с Дагестаном. Ставропольский край, внутри базы, это невероятно огромное количество войск. Когда я когда-то, не помню сейчас в каком году, прилетел, только восстановили авиасообщение между Москвой и оккупированным Джохаром, я прилетел в Джохар, купив билет в Москве на Грозный. И когда я приземлялся, я садился в самолет, я посмотрел, там вот это Ханкала, и вот сколько глаз мой видит, у меня зрение не очень хорошее, конечно, но он достаточно хорошо видит, да, чтобы разобрать. И вот до горизонта, без преувеличения, танки, Уралы, БТРы, палатки, ну, короче, вот это все со всей России, вот это вся грязь, которая есть в России, а российская армия это грязь, вот эта вся грязь была вот в этом месте. Это только на Ханкале, только вот в городе Джохаре, вот рядом с аэропортом и так далее. Их было очень много. Тогда они большую часть там вот собирались, оттуда уже там расходились и так далее. Они есть везде. Поэтому Кадыров это не проблема. Она, конечно, проблема только вместе с Россией. Нет России, нет Кадырова. Все гениально и просто. Так что пойдемте дальше. Так. Слава Украине, говорит Шульдамаг. Так, как знаете, ассаламу алейкум, салам маршал, привет наших друзей, аслам маш уоль, ва алейкум салам, дейлер салам маршал, хуэль, ва уоль маш. Регретфул. Мой хороший, можете выпить на оппосит? Успокойся, что ты такой дерганый? Да, я дерганый. Хорошо, ради тебя успокоюсь. Антирашизм. Салам маршал, ду аслане вечершка. Витаю, друзья. Дейлер салам маршал. Гуль, витаю, друзей украинцев. С Днем Независимости украинцев и хунти витание. Говорит антирашизмус. Так. Ичкерия, Чечня, слава свободной Украине. Так, Бамучери, ассаламу алейкум, ал-шуэло. Ва алейкум ассалам, ашуэль, саваш, ашуэль. Ким Чен Ин в коме, Алиев. Всем салам, говорит Владимир Владимирович. Шалом, Владимир, приветствую. Ассаламу алейкум, аслан и братья и сестры, говорит Ибрагим Канцига. Ва алейкум ассалам, Ибрагим. New Horizons, хваленные танки, батареи может только мирно стрелять. Да, абсолютно верно, New Horizons. Кукиш, давно вас не смотрел, вот зашел и думаю, какой вы добрый и светлый человек, добра вам и здоровья и вашей семье. Спасибо большое, но я не такой добрый, как кажусь. Это так кажется, я далеко не такой добрый. Но спасибо. Так. Пойдемте дальше. Чинго предупреждает. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити Орти Аслан. Пусть люди узнают правду. Так, Баркалачино. Антирашизм. Приятно видеть костяк ичкерийцев на стриме нашего соратника Аслана. Все будет Ичкерия. Говорит антирашизмус. Аслан. Так. Приветствую из Литвы. Минда. Привет, Литва. Рад вас видеть, читать. Аслан Шуцамац Дорду. Ибрагим Канцигов. Кест.
Скоро, скоро. В следующем году, иншаллах, мы уже будем дома. Анзоринов, внутри он злой. Ну я же злой чечен, а злой чечен. Не может быть чеченец добрый по определению. Это оскорбление. Ты... Так. Ты, мы знаем, что далеко не такой апахапахе. Да мы знаем, что далеко не такой да, ну хорошо, вот видишь, критик появился. Только без оскорблений личность, переход на личность. А так, конечно, вот ты знаешь, ты не скажешь, кто ты. Хватит тебе смелости сказать, кто ты. Честно. Фамилию, имя. Напиши. Я Орти Аслан, а ты кто? Ваш Кадыров вас учит там. Как там? Как он там говорит там? Хаджи Мурид, сын Ахмада Хаджи там и так далее. Иду убивать 1500 маджахедов, которых вся Россия трясется. И один Кадыров идет туда с пистолетом. Давай говори свое имя, я посмотрю. Ну хотя, правду, наверное, ты не скажешь. Так, поехали дальше. Михаил Сестов. Привет, брат, мир тебе. Спасибо взаимно, Михаил, спасибо. Так, давайте я перемотаю, друзья. Извините, если я не прочитал чье-то приветствие. Так. Салам маршал ду, Аслан ваш айронмен. Делир салам маршал хуйль. Так, салам маршал, Керемлы Якуб. Салам алейкум, Симферополь. Ва алейкум салам, Керемлы, приветствую. Бамучили маша ойл саваш. Делир масуой. Так, сказать имя, чтобы ты потом называл меня ваххабистом или провокатором и стучал на меня европейским властям, пожалуй, воздержусь. Так я не называл тебя ваххабистом. Почему я называл? Ну, короче, ты провокатор, я тебя понял. Ты трусливый провокатор. Если ты не был бы трусливым провокатором, мой номер есть, ну, скажи, что ты думаешь, или назови свое имя. Европейским властям я сообщаю только про русских и прорусских, да. И если ты прорусский, например, есть такой Тимур Дугазаев. Их много на самом деле, я здесь много накопал и копаю дальше. Так вот, Тимур Дугазаев и два его вот этих подельника были... Тимур Дугазаев схитрил, но и все трое, они участвовали в подготовке убийства моего. Как ты думаешь, я должен об этом сообщать властям? Должен, наверное, да? Например, меня недавно хотели вербовать сотрудники, ну, какие-то там люди. Я должен об этом сказать? Я должен сказать, если здесь люди занимаются явной провокацией, подрывают государственные устои, государственность, которую хотели бы вы все так похоронить, построив какие-то там в угоду ФСБ, какие-то там организации, группы и так далее. Так вот, мы вам это не позволим. И если бы мы находились на территории нашей страны, мы бы с вами решили бы в соответствии с законом Чеченской Республики Ичкерия. Здесь я решаю законом немецкого государства. И так буду решать. Мальчики, запомните это. Единственный способ остановить меня, я в самом начале своих стримов сказал, физически меня убить. И я знаю, что вы это будете делать. Не ты лично, ты свое имя боишься сказать. Вообще вот эти ГРУшники, которых здесь оказывается просто море. И они пробовали, будут пробовать. И скорее всего, вероятно, с большой вероятностью, у них, если они возьмутся, у них они заканчивают начатое. Но это нисколько меня не остановит, понимаешь? Не вот такой проблем. Дамалах, пускай остается, пускай.
Я ваххабистом никого не называл. Это наглый лжец. Понимаете? Я ваххабистом ни на кого. Я назвал ваххабенком, провокатора. И я настаиваю на том. Я 100 раз говорил, это засланный агент. И таких агентов очень много. Здесь, в Европе. Но почему-то этот ваххабенок не вышел со мной на связь, лично, не надо, там, пиар, хайп, там, какой-то бред вообще, можно такое говорить. Не вышел на связь, не объяснился. Шевченко называл вашего ваххабенка агентом ФСБ, хотя он не агент ФСБ, он агент ГРУ. И никто об этом не говорит, никто. Я защищал мусульман, которых вы называете ваххабистами, которые придерживаются там радикальных форм. Когда никто не смел к ним даже подойти, пленных, которых судили, иногда защищал бесплатно. А вот такие провокаторы, которые тут разные заходят. Сделайте вы что-нибудь, сделайте. Здесь ведь огромное количество работы. Я ко всем обращаюсь. Ко всем. Вы очень набожные люди, вы везде подчеркиваете, что вы мусульмане. Вот так много раз подчеркиваете, что иногда кажется, а может он притворяется, что он мусульманин. Потому что только трус говорит, я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. И тот, кто не мусульманин, он постоянно, я мусульманин, он утвердиться в этом хочет. Сделайте что-нибудь. Сделайте. Ну, где-нибудь, вот 5 лет я этим занимаюсь. Я приехал сюда специально этим заниматься. Я 5 лет занимаюсь, я не вижу вас. Я вас никого не вижу. Где вы? Где? Один раз прийти на Меркеля администрацию, где просто вас использовали. Кто туда пришел. И эти люди-то, они ходят на все митинги, и на наших митингах они были. Ну а где все остальные? Ваххабистом вот сейчас это называется. Он сразу определился. Ты не ваххабист. Я уверен, ты не ваххабист. Ты не ваххабист никакой. Ты кадыровец. Или же ГРУшный кокиевец. Или кто у вас здесь? Арби у вас здесь командует вами. Кто у вас здесь в Европе здесь командует? Вот тот ты кто. А если бы ты был бы настоящим чеченцем, настоящим патриотом своей страны, ты бы не писал бы мне, а вышел, я бы тебя видел бы на митинге. Я всех знаю, кто хоть что-то мало-мальски тут делает. Я тоже немного делаю. Но я знаю, мы практически все друг друга знаем. А вот я тебя не знаю. Не знаю. Так, Хамзат Гила, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Так. Так, слушай, Рерфул, ваххабенок это один человек, которого я назвал. Я по религиозному принципу никого никогда не оскорбляю. Я мусульманин. И я придерживаюсь такой точки зрения, что каждый имеет право, если он не мешает кому-то другому, исповедовать религию как хочет. Остальное, вот эти ваши провокации, ваши ГБшные, лживые вот эти вещи, они мне не интересны, понимаете? Вы сейчас хотите сделать так, что я отвлекался вот сейчас на эти темы. Но я думал, ты достойный человек. Я думал, ты вот сейчас там говоришь, встретились, я готов встретиться с любым из вас, с тобой лично я готов встретиться. Мой телефон есть, он доступен, всем известен. Звоните, звоните. Хотите вы, драться я с вами не собираюсь, ну если вы, конечно, не вынудите меня. Один меня тут вынуждал. Правда, потом закончилось это ничем, как обычно. Если хотите разобраться, выяснить, я же обвиняю, вы же понимаете, я обвиняю в том, что люди работают на ГРУ, и вокруг кто собираются, это или же сотрудники такие же, или обманутые.
И только лишь для того, чтобы их спасти, я своей репутацией пожертвовал. Это мне все равно. Я специально, зная, что на меня будет вот эта вся вот эта атака, одного хотя бы спасти человека, чтобы вы не дурили, чтобы русские спецслужбы не дурили, я открыто заявил свою позицию. Кто-нибудь явился ко мне, кто-нибудь со мной пытался выяснить, почему ты говоришь, почему ты называешь, хотя я приводил массу примеров. Масса примеров уже другие люди приводят в интернете. Вам все рассказывают. Разные вот эти инсценировки, нападения и вот это все остальное, которое делалось, нанеся вред невинному человеку. Невинно. И после этого, если кто-то еще во что-то верит, я считаю, этот человек, или же он работает на тех же, на кого работает ваш шеф, или же он психически нездоров. В обоих случаях мне с этими людьми ничего общего иметь нет, ни малейшего желания. Так что, поехали. New Horizon. Шевченко агент ГРУ. Нет, Шевченко нет. Я не знаю, Шевченко чей агент, может ГРУ, может ФСБ. Просто он сказал, что агент ФСБ. И на второй день, через неделю, он сидит с ним, стрим делает, диалог ведет. Я, Аллах, дельма надо, темчи надо. Я, Аллах, дель. Да, маршал Дольшин. Что я еще могу сказать? Да, маршал Дойль. Я имею в виду, что Шевченко нет. Он сказал на этого ФСБ, а на самом деле это не ФСБ, а ГРУ. ГРУ. Главное разведывательное управление. И здесь, в Европе, его очень много, этого ГРУ. Ну, относительно много. Но мы боремся. Мы боремся. Так, пойдемте дальше. Так, я больше не буду обсуждать эту тему. Просто тут шах-шах, вот ты сломал им рога. Да, на самом деле, я знал, мне знаете, что говорили? Мне говорят, мы все прекрасно знаем. Старые матерые волки мне говорили, мы все прекрасно понимаем. Тихо, успокойся, не разбирайся. А я возмущался. Я как, господа хорошие, как это так? Я не могу так. Они же наших парней дурят. Вот в Сирию же отправляли таким же способом. Абу Хамза, потом следующего Абу прислали, когда Абу Хамзу из Вены посадили. Абу Хамза был один из тех, кто в Лапоту отправлял 11 наших парней. В Сирию собирали. Например, этот Абу Хамза, вы видели видео, где вот этот сидит, Магомед Ибрагимов, и рассказывает, насколько он патриот Ичкерии, насколько он мусульманин. Вы видели видео, которое у него было из тюрьмы, он там снимает, показывает. Не говорите на меня там, то все, мне там на суде надо было. У них нету ничего святого. С ними разговаривать вообще бесполезно. Просто я вначале не до конца разобрался, начал копаться в этом деле, и да, разобрался. Ну, я объявил, я сказал, прямо сказал. Ну, можно же выйти на связь, ты меня обвиняешь, в чем ты меня обвиняешь? Не выходят, потому что на мои вопросы ответить они не смогут. А если смогут, давайте я задам эти вопросы. Публично, давайте публично, вы же тут публично говорите, давайте публично. Давайте, заодно скажете, мне зададите вопросы, я отвечу на все вопросы. И все. Это наглые лжецы, наглые провокаторы. И я не позволю со своим народом по отношению к чеченцам творить. Я не позволю даже это Навальным и другим это делать. Если я буду знать. Потому что Россия мой враг. И они сделали меня врагом. Они лично, ФСБ, ГРУ, КГБ, НКВД, они сделали меня врагом. И до конца своей жизни я буду враг. А какой враг я буду? Я буду доказывать каждый день. Без громких слов. Это свора палачей.
сделала меня своим врагом. И все, кто служит этой своре палачей, они будут врагами на веки веков. И инша Аллах, дал мукла, мы привлечем к ответственности всех до единого. И как когда-то было гестапо, как когда-то СС были признаны бандитскими, фашистскими, незаконными организациями, также будет признано ФСБ и КГБ. Дал мукла. Дал мукла. И все, кто им служит, тоже. Так. Так, кто за Ичкерию, ставим лайки. Так, Евгений 990. Аслану Шломот, не трать на это время, а то им мне очередное звание присвоят раньше времени или красными шароварами наградят за то, что тебя от главного отвлекают. Да, совершенно верно. Конечно же, там есть нормальные люди. Опять же, это надо все-таки сказать. В интернете, в комментариях очень легко оскорбить, очень легко, да, несмотря на субординацию, старшие, младшие, не имеет значения, хотя у нас, у чеченцев, это очень важно, но вот эти люди почему-то считают, что они вот имеют право здесь оскорблять. И я общался так с одним парнем, я абсолютно убежден, что он искренне заблуждается. И также он меня оскорбил в комментариях, я оставил свой номер, и мы с ним поговорили. И именно вот таких людей, искренних, не разбирающихся во всех этих тонкостях молодых ребят, именно мне их жалко. Именно из-за них я начал говорить открыто то, что я говорил. Вот и все. Хотя бы одного оттуда вытащить. И я вытащил оттуда людей. Я вытащил и буду дальше вытаскивать. Сколько смогу объяснять. А там видно будет. Поехали дальше. Территория Март, Низбуа, Аслан. У чеченца один враг, который убил 300 тысяч его соотечественников в 90 и более 300 тысяч в 940-50-х годах. Да, там, по-моему, было более 500 тысяч. В 44-м, когда выселяли. Так, Чинго. Рек говорит, фул, пошел делать дуа за Навального вместе с любителем геля. Сейчас надо обязательно в Берлине надо поехать в клинику. Обязательно, как положено, там фрукты, то все, там денежку привезти, там что надо, там показать, там надо обязательно. Главный фашист России, оппозиционный главный фашист России, сейчас перебрался в Германию. И надо навестить. Так, Шах, Аслан, вот ты их поймел. Ну не так же грубо. Ассаламу алейкум, брат, рад тебе. Макар Стечкин, алейкум салам, приветствую. Вилпес инкульта, все вытащим, Аслан. Да, алмола, Вилпес. Так. Так. Савож, держись, Боша. Да, можно. Так, давайте сейчас все. Мы полчасика поговорили. У меня хотя стрим был запланирован на час. Смотрите. Первое, что я хотел бы вам сегодня сказать. Первое, главнейшее из главнейших новостей. Это та новость, что мы... Знаете, это маленький успех, маленькая победа, и, возможно, этот успех, победа может быть переигран, изменен и так далее. Это все сложные системы, сложное дело, но большой прорыв в нашем деле это то, что депутаты от зеленых
Союз 90-х, да, они называются. Я вам сейчас покажу того человека, которому мы писали как раз эти письма. Сейчас, одну минуточку. Мы писали обращение, если вы помните, да? Мы писали обращение и к депутатам Бундестага. Лично мы писали к Мануэлю Сарацину. Мануэль Сарацин его зовут. Этот человек возглавлял партию «Зеленых» в Гамбурге. В 2017 году, 3 года назад, это было как раз 3 года назад, вот у меня здесь дата стоит. Вот этот человек, вот этот, это есть Эммануэль Сарацин. Этот человек, человек принципов. Это уважаемый немец и человек принципов. Вот из-за этого я его уважаю. Потому что любой человек, имеющий свои принципы, он заслуживает уважения. Вот мы написали вот этому Сарацину, Эммануэлю Сарацину. Также мы написали депутату во Франции, в Австрии, в Англии и даже в Англии и в США. Я также просил написать. Ну, не знаю, писали кто-то или нет, но, по-моему, писали. Ответ я от зеленых не получал пока. Я думаю, пока в Германии никто не получал, потому что если кто-то получил, мне, наверное, сказали бы. Но что они сделали? Этот вопрос поднялся. Я хочу вам просто объяснить, как работает эта система. Мы пишем обращение. Да, нас было десятки, которые мы написали. Я здесь в центре Гамбурга, в центре стал и раздавал просто немцам конверт, уведомление для заказного письма. И само вот это письмо, в 2 экземплярах со списком убитых, я раздавал немцам. Ну, не знаю, кто там распространил или нет, но десятки мы написали. Много это? Мало. Мало. Но в следующий раз мы сделаем больше. Дал мула. И вот смотрите, что говорит на это вчерашнее Deutsche Welle. Deutsche Welle выпустила новости. И в нем, давайте я вам просто, чтобы не говорить, просто буду комментировать и покажу вам. Вот, кстати говоря, вы видите вот изображение на музее спецслужб, по-моему, так он называется, спецслужб музей, немецких спецслужб, как они распознают лица. И это непосредственно убийца Зелимхана Хангашвили, Вадим Красиков. Этот человек стал уже известным и так далее. Я очень надеюсь, что его Германия не выдаст. Но возвращаясь к нашим обращениям к депутатам, давайте минутку внимания. Вадим К., гражданин России, подозреваемый в убийстве. На наружной рекламе музея шпионажа в центре Берлина. 2 его изображения и система распознавания лиц – пример того, какими технологиями обладают современные разведслужбы. Им достаточно, так просто отвлекаясь немного от темы, вот именно про эти камеры, им достаточно поставить камеры вокруг дома там, и так далее, объекта какого-нибудь, и эти камеры определяют ваш возраст. Если вы загримированы, могут определить. Вплоть до приблизительной вашей национальности они могут определить. Представьте? Я на самом деле, я этого уже боюсь. Это невероятно. Мы полностью под контролем. Сейчас его дело передано в городской суд. Обвинение гласит, что Вадим К. 23 августа 2019 года застрелил средь бела дня Зелимхана Хангашвили, бывшего чеченского полевого командира. Убийство... У меня один вопрос к Deutsche Welle и вот этому диктору, который сейчас говорит. Что значит полевой командир? Почему повторяются? У нас государство было, у нас армия была. Россия очень гордилась, что так называемый плен сдался экс-министр обороны Чеченской Республики. А тут Deutsche Welle повторяет полевой командир. Сами вы полевые. Убийство спровоцировало дипломатический кризис между Россией и Германией. В декабре
Из Берлина были высланы 2 российских дипломата. Москва ответила зеркально. Дальнейшие меры Берлина зависят от того, будет ли в ходе суда доказано участие каких-либо российских госструктур в подготовке убийства. Оппозиционные партии в Бундестаге считают, что реакция Берлина, которая последовала после убийства, была слабой. Федеральное правительство не удивилось. Это Амид Нурипур, читать вы все умеете, именно из той партии «Зеленых», «Союз 90», которой мы все писали обращение в Германии. Уделил этому случаю того внимания, которое он заслуживал. Вероятно, из страха дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Но дело настолько вопиющее, что нельзя после него возвращаться к обычной повестке дня. Ухудшение отношений с Россией, которое мы видим последние 6 лет, является результатом нарушений Кремлем общепринятых правил, будь то в Украине или в Берлине. Нельзя возвращаться к той повестке, имея такой вопиющий факт нарушения законодательства, вопиющий он называет вот это событие, убийство Зелимхана Хангашвили. И я, конечно же, благодарен ему и Мануэлю Сарацину за то, что они начнут разбираться. Это не значит, что у зеленых там они что-то вынесут и там какое-то будет по этому поводу решение. Возможно, что угодно, но сам факт, что зеленые изъявили такое желание и такую инициативу, что уже нельзя возвращаться вот обычным, обыденным своим ежедневным немецким делам в Бундестаге, да, это депутаты же, они будут сейчас заниматься вот этим вопросом. Убийство Хангашвили. Мы возвращать. То же самое должно, конечно, произойти и в Вене. И возможно, сейчас русские начнут там массированно сейчас давить на Эммануэля Сарацина, вот на этого уважаемого господина. Но при всем при этом есть надежда, что этот механизм работает. Да, главное, что мы убедились, что это работает. Потому что мы не Зелимхан Хангашвили не первый и не последний, которого убили. И Мамихан Умаров, который убит в Вене, он тоже не последний. И кто бы ни погиб, мы должны научиться пользоваться этими механизмами. Это демократические процедуры, которые нам необходимо знать. И если мы группа лиц, объединенных одними политическими взглядами, национальностью, религией и так далее. И если мы выступаем как группа лиц, это демократия, демократическая страна, демократос, народ, власть, народа власти. Одному ко мне не прислушаются. Но когда мы десятки написали, мы видим реакцию. Я надеюсь, она будет доведена до конца. Но будет она доведена или нет, у нас вот так дел, которые мы должны делать в любом случае. Доведут они, не доведут, даже если они доведут. Россия прервет все дипломатические отношения с Россией. Германия прервет все дипломатические отношения, что невероятно. Даже если это будет, мы должны продолжать. Должны всю свою жизнь защищать наши права. Мы должны отстаивать права как отдельных людей, так и всего народа в целом. Поэтому я выражаю огромную благодарность всем, кто принял в этом участие, всем, кто посчитал это, ерунда, не нужно там и так далее. Напоминаю, что это не ерунда, это очень важно. И в следующий раз, следующие разы мы будем дальше использовать этот и другие механизмы. У нас есть другие заготовки, по которым мы будем мирным путем уничтожать Сергея Нечаева, посла России в Германии. Мы будем мирным путем уничтожать посольство России, Банпритон России в Германии, в Берлине. Мы будем уничтожать мирным путем, информационным и политическим путем. Мы не будем применять насилие, тем более находясь в чужой стране, которая благодушно, добродушно приняла нас и дала все необходимые условия минимальные условия, необходимые для жизни человека, для развития всей семьи, и взрослых больницы, и дети школы и так далее. Конечно, мы уважаем
и будем уважать, и будем всех призывать к уважению Германии и всех стран Евросоюза. Но у нас есть права, которые мы будем защищать всеми доступными, мирными, ненасильственными методами. И уничтожать Сергея Нечаева и других вот этих мерзавцев мы будем только политическими и мирными способами. Спасибо большое еще раз всем, кто откликнулся тогда на мою просьбу, написал это заявление. И большое вам спасибо. Это маленький успех перед большим делом, которое нам предстоит еще делать. Спасибо большое. Баркал, Массарна Баркал. Так, эту новость я вам сообщил, и теперь я вам хочу сообщить... Так. Так, господа. Давайте поговорим о Навальном. О Алёше Навальном. Так. Асан говорит, за убитых наших детей и родных. Совершенно верно. Я тут Шах это говорит. Я тут был очень сильно злой. И скажу и вам, раз уже говорил своим товарищам, я сказал, если бы не эти, до того я был уже разозлен, особенно по свете последних событий и других моментов. Не буду я вам это говорить. Ладно, поехали дальше. Так, поехали дальше. Так. Евгения, с Думой идет замена Навального на пенсию. Фургала выпустят. Пишет культа об Алёше Подвальном. Навальный имперец. Для нашего народа это копия Плешивого. Заинтриговал, говорит Алиев. Так, смотрите. Давайте я по поводу Навального. У меня будут вопросы. Я ничего пока не утверждаю, ну, кроме каких там моментов. Ну, смотрите. Кто-то жил в России, кто-то до сих пор живет в России. И я, например, по себе знаю, да, адвокат это спецсубъект, да, специально по адвокатам есть такой закон, где адвокату предоставляются особые условия. Адвоката не может, например, арестовать, ну, да, возбудить дело, скажем так, возбудить дело обычный следователь. Да, потому что адвокат, он постоянно в конфронтации с ФСБ, с прокуратурой, со Следственным комитетом, с судом, ну, со всеми вот этими силовыми органами государства, да, исполнительной властью государства. Адвокат состоит с ними в контрах. И для этого у адвоката во всем мире, это не только в России, у России, в принципе, все вот международное право списано, своего практически ничего нет. И адвокат, против него дело может возбудить, например, только с разрешения руководителя Следственного комитета региона. Да? Ну, такой особый спецсубъект считается адвокат. Так вот, я был спецсубъектом, можно сказать. Да, адвокатом я был. Так вот, знаете, что уничтожить адвоката, я когда уехал, буквально через какое-то время был убит один чеченский адвокат, молодой парень. Также был убит Маргелов, адвокат, кстати, и так далее. Навальный, то, что говорит и делает Навальный, это от этого убивают. На самом деле убивают. На самом деле в России убивают. И мне никто не докажет,
что можно говорить на 2011-2012 году на площади, что Путин крыса, но не пойдем мы на Кремль. И не идти на Кремль. И за это Навальный остается. И ему Лебедев, есть такой олигарх, который совладельцем является «Новой газеты» наравне с Горбачевым, бывшим президентом СССР, дал акции Аэрофлота. Это все в интернете есть, вы можете посмотреть, это официальная информация. И тогда Навальный уже стал богатым, состоятельным человеком. Когда они слили в 2012 году, в 2011-2012 вот эти митинги они слили. Так вот, эти люди являются проектами, как Жириновский является проектом ЛДПР, либерально-демократическая, ну вот самая демократическая, значит, либерально-демократическая партия Российской Федерации. Так вот, ЛДПР не только не демократическая, она самая настоящая фашистская страна, самая настоящая фашистская партия. Понимаете? Вот такой же демократ Навальный. И Навальный это проект. Теперь мы переходим к следующему этапу. Почему его отравили? Немецкие врачи говорят, его отравили. Хорошо, ну, немецким врачам у меня нет ни малейшего основания не верить. Хотя я знаю, что здесь есть огромная агентура, большие деньги. И есть вероятность, что Навальный здесь сейчас осядет и будет здесь отсюда уже руководить там партиями, движениями и так далее. Германии, именно в Германии. И нам рассказывали, знаете, «Медуза» есть такая. Но они как будто оппозиционные, на самом деле они все работают. Например, Ходорковский, он же оппозиционер, ну 10 лет человек отмотал, да, отсидел. 10 лет, ну куда? Все отобрали там, все такое там. Ну оппозиционер, ну как не оппозиционер? Оппозиционер, да. Но он комсомольский вожак. И все вот эти миллиарды олигархами, захапали вот эти миллиарды и стали олигархами, это комсомольские вожаки и КГБшные работники. Ну, это что, в принципе, одно и то же. Без проверки КГБ или без сотрудничества с КГБ ты не можешь стать там большим чиновником. Или даже мелким чиновником. И Ходорковский тоже ФСБшник, тоже агент. Но у них между собой проблемы. Ходорковский претендовал на власть. Путин и Патрушев и другие захватили эту власть. Они наказали другого. Что бы они сделали, если бы там оказался бы, например, не ФСБшник? Например, возьмем Зию Бажаева, который расследовал взрывы домов в 99-м вместе с Артемом Боровиком. Что с ними стало? Их самолет был просто уничтожен. Они упали и разбились, погибли. То же стало бы за 10 лет с Ходорковским, если бы он не был из их конторы. Со своей конторы он наказали по букве закона, как они любят говорить, накажем по букве закона, и все, наказали Ходорковского. Так вот, Навальный такая же тема, как Ходорковский. Навального, давайте вопрос, я задаю вопрос. Если Навальный является агентом и его отравили, то это агент, я в этом не сомневаюсь, я даже ни с кем это спорить не буду, что это проект Кремля, как Жириновский, который надолго засел в этой Думе и так далее. Хотя у Жириновского при всей антипатии к нему есть харизма. У Навального ее нет на самом деле. Никакой харизмы. Я не знаю, почему его они выбрали. Может, потому что на Ельцина похож. Потому что Ельцин когда-то спас КГБ. И сейчас будет то же самое. Будет Навальный спасать это КГБ. А давайте остановимся на том, что Ходорковский является проектом. Меня в этом никто не убедит, поэтому я считаю, это 100% установленный факт. Не убедит меня потому, что никому бы не позволили бы так долго проводить митинги и существовать. Сколько просуществовал? С 12-го, с 11-го, еще раньше. Ну, он тогда поменьше был, когда он помельче был. А сейчас уже как бы разросся, но все равно. Так вот,
Там разные есть, наверное, КГБшники. Кто-то дурит, пудрит мозги американцам, кто-то пудрит мозги европейцам. И еще я бы хотел бы европейским спецслужбам донести важную, довести до вашего сведения важную информацию. Вот, а если вы считаете, что некоторые КГБшники, ФСБшники, ГРУшники идут с вами на сделку за деньги, и вот по коррупционной составляющей вы там прикручиваете этих КГБшников, да, и они становятся вашими агентами. Это для европейских спецслужб, я говорю. То знаете, что очень часто это бывает уловка. И деньги они просто зарабатывают на вас деньги, забирая у вас деньги, и вам поставляя немного честной, правдивой информации и очень часто дезинформации. Дезинформация. Это излюбленная тактика. Мы, чеченцы, это на себе прошли. Мы покупали у них оружие на войне. Они нам продавали это оружие. Говорили, стреляйте не сюда, а в тех стреляйте, в другую часть. Предупреждали, где они, где мы, как бы рассказывали, где точки у этих находятся. У своих же русских, но только с другого там направления. А потом выяснялось, что это спецоперация делалась таким образом. Понимаете? Вот такая вот ситуация делается. Ну ладно, оставим это. Короче говоря, агент Навальный отравили. Ну, немцы говорят, отравили. Допустим. Тогда возникает вопрос, почему его отравили? Он предал Путина или с чем это связано? Или же это инсценировка отравления? Там два момента. Принимаешь какую-то дозу, врачи, наверное, в этом разберутся. Я призываю власти Германии, службы, специальные службы Германии, проверить всех врачей, кто проверяет. Всех врачей, кто проверяет и занимается здоровьем Навального. Всех врачей, раз. И сами анализы и очень внимательно относиться к тому, что вам могут втюхать. Вы имеете дело с агентом российских спецслужб, с Алексеем Навальным. Вы имеете с ним дело. Возможно, его траванули для того, чтобы избавиться. Там внутренние какие-нибудь, все что угодно может быть. Он мог выйти из-под контроля, начать работать на немцев, на американцев, на папуасов, на кого угодно. Все что угодно там может быть. Может быть, на самом деле, это отрицать я не буду. Не могу. Но имейте в виду, что вот этот человек может здесь осесть как жертва и начать, вот вы сейчас будете в Европе здесь поддерживать, хотели убить человека, и что еще? Что еще? Может быть, доказательство того, что этот человек реально враг путинского режима. Так вот, это не совсем так. Не совсем так. Если бы он был бы врагом Путина, он бы не дожил бы. Он бы даже не зародился бы там. Понимаете? Серьезные политики, более-менее независимые, они лишнего слова сказать боятся. Вы знаете, за что убили Немцова? За одно матершинное слово, которое он сказал в адрес Путина. Потому что он представлял угрозу, да, это уже вызов был. Поэтому я призываю всех не относиться к этому фашисту. Кстати говоря, тоже очень важно, Германия искоренила нацизм, фашизм, хотя не все идеально, особенно с приезжими русскими, которые сюда приезжают, но при всем при этом в Германии запрещено ксенофобия, нацизм, фашизм, нетерпимость и так далее. Так вот, этот человек, которого лечат в Берлине, является ярым фашистом, ярым националистом, и сейчас он начал переигрывать. И его именно русские поддержали именно как националиста и фашиста. Имперца, то есть. Это так. Потом смотрите, что происходит. Инсценировка как происходит.
Например, вы видели, что 2 дня его держат. Единственное, чему я верю, это крик, который исходил в самолете, который кричал Навальный. Я так понимаю, что это был Навальный. Это мне показалось, это правдоподобный крик. Но я не специалист, и тем более там они специалисты врать, а я не специалист по крикам больных, поэтому я мог ошибаться, они могли толково соврать. Так вот, нам рассказывали, что «Медуза» рассказала, что Макрон и Меркель попросили Навального там, дать возможность вывести сюда. На самом деле об этом сказал только Макрон. «Медуза», вот почему я связываю, что именно в Германию нужно было попасть Навальному. Именно в Германию. Потому что «Медуза» сказала, что и Макрон, и Меркель зовут типа Навального сюда доставить. Сегодня же, а я потом прошел по ссылке «Медузы», проверил, как обычно, все надо всегда проверять, то, что русские пишут. Проверил, и там написано, Макрон сказал, ни слова Меркель не говорила. Ни слова официальное лицо не говорило. И сегодня всем нужно было предоставить такое впечатление, что Навального немцы зовут. Вот официальные власти, да, там может быть немец какой-нибудь, но речь о официальных властях. Так вот, сегодня официальные власти Германии заявили, что Германия никакой политической там эвакуации, там еще чего-то не делает. Это чисто гуманитарная акция, которая сделана гражданскими лицами. Богатый какой-то человек послал самолет за Навальным. И все. Германия не имеет никакого больше к этому отношения. Но вы видели, как Бундестаг привлекли, Бундесвер привлекли, машина Бундесвера там была, я не знаю, сколько, 2-3 скорые, полиции и так далее, и так далее. Это делается, когда у вас здесь есть люди, когда вы знаете, как что делать, и у вас есть бабки. Все, Навального привезли свои личные дружки. Запомните, никакая Германия его сюда не привозила. Это раз. Лечится, и я опять напоминаю, пожалуйста, компетентные органы Германии, возьмите под особый контроль врачей, которые, и вот само это дело, не доверяете, это засланный казачок. Если же есть вероятность, что этот человек останется здесь и отсюда начнет вести якобы антипутинскую деятельность. Запомнили? Пожалуйста, еще раз напоминаю. Так, поэтому Алексей Навальный фашист и консерва, которую сюда заслали. Ну, может быть, не заслали, но вот это совпадение по поводу, что Меркель просит, потом вот этот кортеж, который ему организовывают, просто прямо сама эта версия просто лезет в качестве основной, что Навальный останется тут, да? Ну смотрите, по логике. Меркель как бы его звала, хорошо, немцы отреагировали, сказали, специально сегодня было заявление, что не было, мы не звали его. Это гуманитарно, просто ранен человек, его вывозят, и все. Так вот, он приехал сюда, было же покушение на убийство, получается, да? Ехать обратно опасно. Получить политическое убежище, да без проблем. Конечно, это вообще не проблема. Если тебя убить хотели, ты известный политик, политический деятель, конечно, тебе Германия предоставит. Германия предоставляет многим людям убежище. Так вот, и сейчас этот человек здесь останется, и с ядами какие-то проблемы тоже. Говорят, что какой-то яд, который там применяется новичок, применяется полоний, применяется там, я не знаю, взрывчатка, там, все что угодно применяется. Какой-то непонятный яд
Ну, это как с молотком дело, короче. Ну, больше оружия, что ли, не было? Больше ядов, что ли, в России не было? Да Россия массово травила нас, чеченцев, у нас есть доказательства этого, массово классами детей травили, специально проводили эксперимент. У них ядов любых, вагон и маленькая тележка. Поэтому вот есть такая вот тема. Поэтому прошу внимания, всех прошу внимания. Так, давайте тогда оставим Алешку и сколько у нас? Ох ты, у нас уже время. Так, чеченский след, рязанский сахар. Так, лунный свет, зачитаем, с него начнем. Навальный это козел для того, чтобы за ним шли овцы на бойню. Так, чеченский след, рязанский сахар. Почему именно самолет? Почему съемка видео только дальних рядов? В другом публичном месте видео было в крупном плане. Может там весь самолет был агентом, пассажир, и провели операцию внедрения. Возможно, это операция внедрения, но смотри, запись бывает разная, надо признать. Но за 2 дня в больнице мы не увидели ни одной записи, ни одной фотки Навального. Да? А знаете почему? Вероятно почему. Мы ничего пока не утверждаем. Потому что по лицу можно понять, насколько он бледен, насколько он здоров, насколько нездоров. Потом говорили, что он в кому впал. Потом сказали, что это искусственная кома. Искусственная кома и такая кома – это 2 большие разницы. Впасть в кому – это умереть практически, да, практически на волоске быть уже все, ты можешь быть и не выйдешь. А искусственная кома – это тебя вводит, выводит, это как усыпить тебя там. Это ничего сложного. И вот таких вещей очень много. А помните, как уезжает немецкий врач машина, я в прошлом стриме вам показывал. И вот эти парень с девушкой, которые как бы пытаются там с врачом поговорить, им закрывают. И потом, если Путин, ФСБ применили яд, то почему выпустили? Путин чего-то стесняется? Путин стесняется, что у него на Донбассе десятки тысяч, его армия там стоит? Или может он стесняется то, что он полонием кого-то травит, или еще что-то? Нет, он не стесняется. Почему выпустили? Почему постеснялись не выпустить его? Сейчас врачи говорят, жизни ничего не угрожает Навальному. Немецкие врачи говорят, стабильное состояние, жизни угрозы нет. А у меня вопрос, тогда зачем в Германии везде, если нет жизни угроз? Лечили бы так, вы прилетели 2 врача немцев, если своих нет. И все, если первые 2 дня критическое время прошло, все, человек уже выкарабкивается. Или не выкарабкивается, или принял какой-нибудь там чтобы в организме был яд. Сказали, уже 2 дня прошло. Или может вообще не принимал, а принимал за день, перед тем, как вылететь. Да там все что угодно может быть. Навальный агент Кремля. И все, надо исходить из этого. А дальше будет видно. Территория Марс. Спецслужбы Германии нужно насторожиться. Видать, и вправду троянский конь приготовили. Очень возможно. Аслан Маала Тузикин Халхитерду. Мега Чечня, Россия. Евгений Аслан, повторно напишу. Идет конфликт между США и Англией со старой Европой в лице Франции и Германии. Принц Великобритании прилетал в Польшу до события в Белоруссии. Интересно, интересно. Но я не знаю, у них... я не думаю, что им надо так себя вести, но это не будем вмешиваться в их дела. Так. Тимур, ассаламу алейкум, Асан. Что значит Австрия объявила персона нон-грата российского дипломата? Как понять? Хорошо, плохо, объясни. Ва алейкум салам, Тимур. Во-первых, хорошо, что персона нон-грата это значит нежелательная персона. Нежелательно. Все дипломаты имеют, все основные дипломаты, которые находятся в стране, они имеют иммунитет, неприкосновенность. Даже если они убьют здесь человека, они имеют иммунитет. На машине, например, собьют человека, то он имеет право даже не выйти из машины. Показал дипломатический паспорт и поехал.
Конечно, его будут привлекать, там будет расследование, но это уже другая история. Так вот, Австрия первый раз выслала российского какого-то дипломата. Не знаю, что там было, с чем это связано, но, видимо, кого-то он вербовал, как я понял из статьи, кого-то он пытался склонить к сотрудничеству, и то лицо, кого он склонял, оно обратилось в правоохранительные органы. Вот так это вышло. Я так это понял. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Не завербовали и выявили цепочку. Это очень хорошо. Мало, вот что плохо. Мало. Поголовно надо прекращать все вообще дипломатические отношения с террористами, со страной террористов, которая устраивает биологические атаки на весь мир. COVID-19 это детище научно-исследовательского института «Вектор» российского. Ну и так далее. И это только начало. Это только начало. У них этой заразы огромное количество. Короче говоря, против Европы идет конкретная война. И сейчас говорить, что Франция, Германия против Англии и США, ну просто это очень неправильно. Это очень глупо. Не может быть. Ваша страна, Германия уничтожается. Я давно говорю об этом. Германия уничтожается. Суверенитет Германии находится под угрозой. Спецслужба здесь называется «Защита конституционного строя». Verfassungsschutz. Именно из названия понятно, что они защищают конституционный строй. Так вот, конституционный строй Германии находится под угрозой. Под угрозой. Будет у русских здесь очень много силы здесь накоплено. Так. Так, давайте я перемотаю, друзья. Так, Асланбек. Леха сейчас возьмет фамилию Ленин и организует газету «Искра». Да, конечно, он сейчас оклемается, а уже же он не уедет. Там же убить хотели. Все основания остаться здесь. И немцам основания его принять. Ну, конечно же, я сделаю все возможное, чтобы помешать этому. Извините, я говорю правду. Я сделаю все возможное, что я могу, в рамках закона. А так, я не знаю, останется он, конечно, основания у него есть, мне нужно будет еще доказать это все, но есть основания, он получает там европейский паспорт, вот как у меня, например, который выдается на 3 года. Все, у него есть деньги, у него есть прикрытие, у него есть там лоббисты, которые будут его интересы лоббировать. И он здесь развернется в Европе. Это очень так удобно, я вам скажу. Только Аслана нужно будет ликвидировать, и все, и практически никто не мешает. Так, поехали дальше. Асланбек, Алеху неваляшку лихо в Европе раскручивают. Часто вижу эскорт президента Австрии с 2 машин, а у этого гибнюка чертова дюжина из немецких реанимобилей и пожарных машин. Да, полиция сопровождает вообще, это немцы, ну, господа, вами манипулируют, вами очень серьезно манипулируют. Вам придется еще столкнуться, немцы, с чем мы столкнулись и уже 20 лет боремся, 25 лет боремся. Вам это еще предстоит. У вас есть ресурс, слава богу. И мы, которые имеем опыт, вам подсказать. Так, пойдемте дальше. Так, где у нас? Чечня, не Россия. Немцу, а нам плевать, душа и бизнес, даярчане.
Чечня Россия говорит, немцам плевать, главное, чтобы у него бизнес шел. Да, это тоже правда. Знаете, что говорил Ленин? Мы купим у этих буржуев веревку, на которой мы их повесим. Вы можете себе представить? Вот так нагло как его? Ленин говорил, нагло утверждал, Запад поддерживает и активно питает собственного разрушителя. Это просто, это невероятно. Активно причем поддерживают. Активно. Это просто парадоксально. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Так, господа, сайт из Гельд, как говорят немцы. Так, Евгения Сплещу отпускает от себя только вперед ногами людей. Навальный, Ходорковский, консервы. Да, там Плещевый, Евгений, вы совершенно правы. Но, знаете, Плещевого одного Путина назвать неверно. Там целая система КГБ. Если ты входишь в КГБ, ГРУ, оттуда выйти, реально можно вперед ногами только. Вот в чем вся проблема. Так, пойдемте дальше. Андрей Харченко. Асан, что делать? Кто им может противостоять? Мы можем. Мы, чеченцы, показали, нас сейчас намного больше, показали, что мы можем. Мы же победили их. Мы их выкинули. Вот 6 августа мы праздновали День Победы. Первую русско-чеченскую войну мы их одолели. Во вторую войну весь мир, Запад, Америку, всех они обдурили, купили, заболтали, уговорили и дискредитировали. И надо признать, мы им помогали в этом. Мы, чеченцы, сами себе стреляли в ногу. По необразованности, по глупости, по алчности, по разным другим причинам. Но теперь мы это знаем. И мы можем подсказывать и дальше работать. А теперь смотрите, Украина проснулась, прекрасно понимает, как русские врут. Вот это, русские имеются в виду русские имперцы, русские вот эти пропагандисты. Америка проснулась, да, например, вы слышали в интервью мне Пол Гоббл говорил, что совершили ужасную просто ошибку, ужасную. И так многие начали понимать. Например, Польша проснулась, когда их всю элиту за раз уничтожили. Литва, Латвия, Эстония не засыпали. Эти ребята прекрасно все помнят. Хотя там и вата есть, и все есть, но молодцы. Страны Балтии очень четко привержены. В этом плане мы очень с ними похожи. Грузия давно проснулась, хотя там тоже агентуры огромное количество. Вот такого вот плана вещи. И нас очень много на самом деле. Нас очень много. Мы, знаете, намного сильнее, чем они. Намного. Да, они могут запустить какой-нибудь там коронавирус, бубонную чуму какую-нибудь, или как она там называется. Они много чего могут. Но они трусливые и далеко не всесильные. Их тоже можно перекупать, вербовать, склонять и так далее. Я уверен, это делается. Но нам нужно обозначиться, четко назвать все своими именами. Россия фашистская имперская страна. КГБ, ФСБ, ГРУ, ФСО являются террористическими организациями. Они должны стать вне закона. И как только они будут признаны вне закона, вот тогда у нас все пойдет. Просто полетит просто. Конечно, мы их победим. Вообще, без сомнения. Не каждый доживет до победы, но мы их победим. Так. ФСБ будет договариваться с Западом, чтобы не разрушилась Рашка и пойдет на уступки. Но им важно сохранить империю. Да, бамучеры, да, тубойло, бохило, эмине Аллах.
Как найти? Да, я с тобой согласен. Они будут, конечно. И как они в прошлый раз делали. Но для этого есть мы, которые должны доносить. Мы должны объяснять, доносить, что это зло. Это, вы даже не, вы, наверное, представляете, это такая грязь. Это дно ГРУ, ФСБ. Это самое грязное, самое дно. Так. Территория мать. Надеюсь, ножки Буша не повторятся. Я думаю, повторятся. Есть такая гуманитарная миссия, где будут вынуждены просто. Будут вынуждены. Так, как найти? Аслан, не нужно этого делать. Они тебя отравят, убьют. Говорит, как найти. Как найти? И меня уже несколько раз уже приговорили. Не, ничего страшного, ничего страшного. Все умрем. Так, чеченский след. Закрыть все границы с Россией на год, обрезать все контакты, и будет всем счастье. Да не только, надо SWIFT отключать. Просто надо принимать серьезные меры. Война идет. Все, никаких разговоров, какие миллиарды, какие деньги. Есть принципы, есть важность сохранить государство. Поймут, я надеюсь. Так, я это, друзья, перемотаю. Зависает, говорит, да? Самое главное, Маждат говорит, самое главное буферная зона между цивилизацией и средневековьем. Белоруссия проснулась. Да, кстати, возвращаясь про Белоруссию, про Беларусь. Если сейчас Запад и все мы не поддержим Беларусь, она не выстоит. Все, кто вышел, они будут стерты в порошок. Они будут репрессированы, посажены, уничтожены. Просто необходимо как можно скорее вводить натовские или ООНовские войска в Беларусь. Другого выбора просто нет для спасения этих людей. Я очень сильно призываю. Самое главное делать сейчас ввести миротворцев от ООН или просто ввести натовский контингент. Той же Польши, и в Польше они находятся и так далее. Это единственная возможность на сегодняшний день спасти Беларусь от того, чтобы вот эти 6 миллионов человек не попали в рабство. Некоторые из них и не понимают, куда они попадут. Я очень на это надеюсь. Это невероятно, как это произойдет. Я даже не знаю, как сейчас они будут вводить войска. Но американцы в конце концов должны же принять какое-то кардинальное решение. Как когда-то министр обороны США принял решение и уничтожил 200-300 голов вот этих террористов, русских террористов в Сирии. И ничего. Просто должны войти натовские войска. Да, даже против ООН могут возникать будут. Просто должны несколько тысяч натовских войск войти туда. И белорусские армии, белорусские генералы должны перейти на сторону вот этих вошедших и установить туда законную власть до момента выборов, установить переходное правительство и дать людям выбрать свободного, честного президента. Только так можно спасти Беларусь. Сами белорусы, как украинцы, воевать, я смотрю, не будут. Их просто их уничтожат. Так, пойдемте дальше. Аслан, они не услышат наш... Как найти? Аслан, они не услышат наш голос, и ты в душе это знаешь, но согласен с тобой, что нужно стучать в дверь. Я тебе скажу, наш голос слышат. Я тебе скажу, очень слышат.
Очень хорошо нас слышат. Не так, как бы я хотел, конечно. Но нас слышат. Но очень даже неплохо. Так. Шульдамак, Запад поймет, но будет поздно. Так, напоминаю. Добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити of Орти Аслан. Пусть люди узнают правду. Опять-таки эта тема щепетильная. Российское лобби пустило щупальца в европейские институты власти. Да, пустило, но это надо зачищать. Да, и Россия сильнее, чем СССР. При всем при том, что она слабее как страна, она сильнее здесь в Европе. Потому что во всех институтах европейских, демократических, она присутствует. И у нее было много денег. Такое впечатление, что США и Запад специально, ну я просто не по-другому как объяснить, дали им заработать денег, когда нефть стоила там по 140, там, по 150 долларов за баррель. Дали им накопить, и этим спецслужбам дали войти сюда, на Запад, и просто все тут купить, ну, далеко не все, конечно, но очень многое сделать. Это как недальновидно нужно поступить. Это невероятно. Об этом предупреждал Джохар. Он знал изнутри. Мы это все знаем, мы доносим. Поверьте, посмотрите, оглянитесь. Будет поздно. Теперь будет поздно. Так. Так. НАТО, Наталья, не ведут войска, но отключить СВИФТ Беларусь и РФ могут и должны. Я думаю, СВИФТ не остановит Путина при захвате Беларуси. Только натовские войска показать, что могут. Только так. Натовские или ООН там, ну чтобы это там впереди были, там было, должно быть написано на танках или там на касках НАТО. Вот этого они боятся. Как огня они НАТО боятся. Так, Александр Хиллгейт. КГБ это грязь, ага. Ваша свирепая ненависть это прекрасная чистота. Ложь прекрасный цветок. Поклоны Западу поза независимой гордости. Ё-моё. Александр. Если бы я вас не знал, я бы, может быть, тебе поверил. У меня нет никакой свирепой ненависти. Не, абсолютно. У меня есть презрение и инстинкт самосохранения, как писал Лев Толстой, по отношению вот к вам. Инстинкт самосохранения к вашей России. Не к русским, России. Лжи у меня нет. Это чисто ваше изобретение, чисто ваш конек. Изобретение не ваше, конек. Поклоны Западу? Нет никаких поклонов Западу. Запад абсолютно, не называя меня и не качая недра моей страны, не используя моих отцов и дедов на разных стройках и на войнах, дал мне то, что мне Россия никогда не давала. Это мне дал свободу, гарантии, безопасность, медицину, образование и минимальный уровень прожиточного минимума. Конечно, очень минимальный, его не хватает там ни на что практически. Но дал по сравнению с тем, что мне Россия. А Россия у меня все забрала. Все, что можно было забрать, у меня и у моего народа Россия систематически, не один раз сейчас забрала, а систематически. Горите вы синим пламенем, горите вы в аду вместе со своим КГБ. Понимаешь?
КГБ это самая грязная террористическая организация всех времен и народов. Как найти? Аслан, тебя отравят, убьют. Это было сказано на то, как ты сказал, что будет говорить немцам, чтобы не верили Навальному, если тот останется в Германии. Я уже это говорю, как найти. Я об этом говорю, это буду говорить. И будем бороться. Нам что такое Навальный? Нам Навальный это так. Фигня из-под ногтей. А так мы будем бороться. Мы будем доносить правду, и ничего нас не остановит. Ничего. Удастся, до Хабаровска доберемся, до Владивостока. Но нас ничего не остановит. Конечно, мы будем говорить правду. Будем говорить правду. Независимости. Независимости еще. Я уже давно приговоренный, и я знаю, что они от меня не отстанут. Или я их, или мы их, или они нас там. Третьего не дано. Я буду продолжать. Так. Хамзат Гилай, Аслан, скажи про взрывы домов. Так, Аслан скинул тебе скриншот, говорит. Да? Сейчас гляну, что ты там мне скинул. Про взрывы домов, говорит. Взрывы домов. Так, ты мне скинул. Ты имеешь в виду про Интервал, да, то, что тут написано? Мичи БМП, говорит. БМП. Я раньше плохо тебя думал из-за неверной информации. Интервал сон загибат по отношению к тебе. Аллах барца обойлой. Эмин, сосан дейл улил, конечно, та проблема. Я знаю, против меня выливается огромный тон. Вот человек извиняется, что он раньше обо мне был неправильно информирован. Вообще не проблема. Например, я был противником Закаева. Я теперь ему, не самый, конечно, близкий и надежный, один из самых надежных и близких ему человек буду. Это не значит, что у меня какие-то личные отношения, близкие к Закаеву. Нет, ни в коем случае. Я могу позвонить, там что-то спросить, но у нас чисто такие, я с ним не дружу, скажем так. Но я предан делу, потому что он стоял на правильном пути, а я был обманут, дезинформирован. И я знаю, что людей так дезинформируют. Я знаю об этом. И я знаю, что против меня ведется огромная работа. Огромнейшая работа ведется. Дерес хуйлон. Это надо иметь мужество, чтобы признать свою ошибку. И я знаю, что многие будут, и может ты станешь мне таким же надежным другом, как я стану Закаеву и нашим другим ребятам. Так. Зондеркомандер. Люди в наше время не извиняются. Если человек извинился, то он подозрительный. Да, конечно, в наше время это может такое, конечно, быть. Но человек мог вообще не говорить это же не лицо конкретно, с фамилией, с именем пришел и говорит, извини меня, и пытается найти. Нет, это человек, который под ником Мичи БМП его зовут. Но он говорит, не называя свое имя. Поэтому я не считаю это подозрительным. И я считаю, что я был оболган, незаслуженно оболган. И продолжается это, ведется против меня эта борьба. Но, что поделаешь? Коллегер ком коллегер.
На войне как на войне. Так, Мичевым Аллах Резхил, Хунагил Аллах Резмичи. Так, территория Марс. Закаивать человек принципа и свернуть его с этого пути не получится. Да, Аллах. Асан, я имел в виду, что тебя немцы убьют. Нет, немцы меня не убьют. Немцы меня не убьют, не волнуйся. Меня убьют ГРУ, который здесь находится. Ну, или какого-нибудь там сумасшедшего, подчеркнутого мусульманина. Скажут, что я какой-то враг мусульман, что там этот. И сумасшедшего отправят на это. Но опять же, за этим будет стоять ГРУ, русские будут стоять. Русские, Кремль, ГРУ, Генштаб, ФСБ, Лубянка, вот будет за этим стоять. Я об этом заявляю и говорю, у меня нет других врагов. Так, салам Аслан, напомни разговор с Гордоном, говорит Эд Мамедов. Салам, Эд, у меня уже время заканчивается, я отвечу на твой вопрос. Гордон, да, конечно, это отдельная тема, и я бы хотел поговорить с Гордоном. Но он, конечно, большая звезда, и он не захочет со мной говорить. Но настанет время, Гордон, и мы с тобой встретимся. Я обязательно тебя спрошу за все, что ты говоришь. И Гордону задал Эд Мамедов вопрос, там, почему там чеченцев, там, разобрался ли с вопросом, да, если я не ошибаюсь, по поводу статуса Чечни. И человек, которого часть страны оккупирована, который мы имеем все юридические основания на свою государственность, нету ни одного документа, подтверждающего, что мы являемся частью России. Гордон, который сражается на информационном поле против России, говорит, что я не знаю, ему задают вопрос там по поводу Чечни. Он начинает говорить, у меня друзья чеченцы, ингуши, я хочу, чтобы они в мире жили, дружба там. Ну, бред полностью, он сейчас в последний раз все там сказал. Гордон, еще раз я тебе говорю, мы независимое государство. Ты часть России, мы не часть России. Но я раньше тебя подозревал в работе на российские спецслужбы. И хотя эта вероятность остается, потому что ваша СБУ еще до сих пор не почищена, и что-то я не слышал больших процессов над СБУшниками, кроме одного, которого задержали. Но если ты работаешь на СБУ, а они работают уже, соответственно, ФСБ, то есть основания полагать, что ты придерживаешься линии партии и не говоришь, что Чечня это независимое государство. Гордон, я еще раз тебе говорю, если ты считаешь, что Чечня часть России, а ты грамотный вроде бы человек, ты не мог бы мне сказать, на какие документы ты ссылаешься? На основании какого решения ты считаешь, что Чечня часть России? И не считаешь ли ты тогда и Украина часть России, и Крым, тем более часть России, вся Украина часть России? Так ты не считаешь? Если ты не разбираешься, это наглая ложь, конечно, что ты в этом не разбираешься, не понимаешь, ты взрослый человек, ты старше меня, наверное. Ты очень хорошо все прекрасно видел, на твоих глазах все это происходило, тем более журналист. Хотя, может, тогда ты этими пирамидками торговал, и тебе было не до этого, но потом-то можно было с этим разобраться и посмотреть. И если ты не разобрался, я могу с удовольствием тебе прояснить эту ситуацию. Будь любезен просто. Или же оставь вот эту тему, что Чечня это Россия, или же ответь за слова и докажи, что она Россия. Я тогда сниму шляпу перед тобой и скажу, да, ты был прав. Хорошо? Так, на этом наш стрим закончился. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете меня. Наше дело. Спасибо, что писали еще раз обращение к депутатам. Вот так относитесь серьезно к тому, что мы говорим. Относитесь, серьезно. Серьезно, вот нужно, это же не просто так мы говорим. Мы в очень тяжелом положении находимся. Поэтому мы всячески должны правовым, законными методами и уничтожать Сережу Нечаева только мирным путем, только информационно и политически. Ни в коем случае физически нельзя.
Все, на этом наш стрим закончился. Всего самого хорошего. Все будет. Ичкерия, да, мула. Украина, еще раз тебя с Днем Независимости. Все, всего самого хорошего. До свидания. Ассаламу алейкум.